Идея зачистить прибрежные зоны от забытых удильщиками ловушек, в общем-то, не нова. Рано или поздно с перегороженными кем-то запрудами сталкиваются многие легитимные рыболовы, говорят общественники. Терпения хватает не всем. Правильный рыболов видит то, что этот беспредел, который на самом деле творится по весне, то есть у нас опутана сетями, рыба идет на нерест, не дают ей пройти, отнереститься, соответственно, расплодиться. То есть все правильные рыболовы за большое количество рыбы в наших водоемах. Ну и, собственно, получается, что несколько лет у нас этот вопрос поднимался, но дальше это никуда не заходило. Парадокс в том, что самостоятельно снимать сети, пусть даже забытые кем-то, незаконно. А уж тем более, если хозяин неподалеку. Можно впоследствии вполне себе получить разбирательство в суде. А вот с рыбинспекторами совсем другое дело. Здесь будут и протоколы, и возможные задержания. В общем, все по закону. Тем более, что улов на водоемах республики официально ограничен. С 20 мая по 20 июня на лещево-нерестовых водных объектах Вычегодского бассейна существует ограничение по количеству используемых орудий лова. В частности, на лещево-нерестовых водоемах, такие как Ичеты, Петуховка, Койты, можно использовать не более 4 одинарных крючков при добыче и вылове и длиной лески не более 10 метров, в том числе при использовании транспортных средств. Вот такая кошка – главное орудие рыбинспекторов в борьбе с незаконными сетями. Работа для самых усидчивых. Зато эта подводная охота приносит результат почти всегда. Сколько таких сетей заброшенных, китайских. Чуть-чуть на задний ход лучше дайте. Задний ход, да, еще раз. Сгнило, да? Конечно. Недалеко от города сегодня начал нереститься лещ. За этим районом рыбинспекторы теперь будут приглядывать пристальнее. Только за несколько часов патрули собрали в речках вокруг Сыктывкара 33 брошенные сети. Это примерно на 1,5 километра. Цель общественников – привлечь внимание к проблеме жителей всех речных городов и районов, чтобы по весне это стало главной рыболовной традицией. Светлана Некрасова, Максим Васильев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.